Одна гостиничный комплекс, то, что мы сейчас рассматриваем с банками потенциал, конечно, он будет более точен, когда будет готовый проект, да. Когда будет уже понятно, более-менее там сметная документация будет приготовлена. Это где-то около 250 миллионов долларов. Очень серьезно. Соответственно, это очень серьезный объект, очень серьезный проект. И мы, по большому счету, не имеем права здесь на ошибку, потому что такое место должно иметь очень мощный центр притяжения, который поможет не только хорошими видами и со стороны там, города, там, горожане, чтобы были довольны. Это будущий огромный потенциал бизнеса для всех остальных. То есть это то место, куда должны приезжать и инвесторы, и люди, которые сначала будут приезжать, присматриваться, потом будут вместе с нами здесь работать. У нас сейчас Атырау практически там черная точка на карте с точки зрения крупных бизнесменов. Они просто своим референтам-помощникам говорят: в Атырау, где я остановлюсь? И выясняется, что нет по-настоящему брендовой, системной гостиницы. А раз не системной, сетевой гостиницы, а раз ее нет для этих людей, это признак того, что это не центр цивилизации. А есть понимание, какой бренд сюда придет? Вы уже ведете переговоры? Да, мы аккуратно, предварительно ведем переговоры. Моя мечта, чтобы эти 3 корпуса были 3 разные бренда. Даже так? Да, это моя идея. Я видел реализацию, честно говоря, именно потому, что это сложнее договориться всегда. Но с какими вы ведете? Хилтон, Мэри? Мы не можем сейчас говорить, они не хотели бы это сейчас слышать. Значит, но у них есть интерес к нам? Все-таки у нас не такое, скажем, количество... Это вот наша сложная работа, это взаимосвязано еще с другими проектами, в том числе там, проект Формула-1, проект больших гонок и так далее. Если не будет целой вот такой сети вот этих проектов, сам по себе отель будет пустовать, он просто выкинутые деньги. Нужно Тем более понять, это должно быть круглогодично. Зачем сюда люди приезжать? Откуда вот этот центр? Откуда этот интерес? И это целая индустрия, такая entertainment-индустрия, ради чего сюда приедут люди. Нефтяники, да, там руководители и так далее, они могут признать, там, люди из правительства, которые сюда приезжают, они могут пользоваться гостиницей, но тогда не нужна большая. Мы хотим построить достаточно большой комплекс, многофункциональный комплекс. А это значит, что здесь нужны сопутствующие производства. Я вообще на руках ношу и очень с уважением отношусь всех бизнесменов, кто здесь делает деньги, остается здесь, инвестирует здесь, потому что нам нужно развивать все вокруг не сырьевого проекта. Сырьевой проект, я надеюсь, что уже там и руководство даже государства поймет, что это уже больше вчерашний, сегодняшний, но не будущий день. Я, как инженер, понимаю, что большого будущего за нефтью уже нет. Это вчерашний день. Больших цен уже точно не будет, таких там глобальных, на которых можно жить и ничего не делать. Это был такой, некоторый подарок рынка, подарок судьбы, чтобы как-то себя реализовать. Которым мы плохо воспользовались. Но еще есть шанс. Я считаю, что еще есть шанс.